Здравствуйте, на канале УТРК Чуй, выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров в интервью агентству Кабар прокомментировал задержание главы госуправления УНА Рустама Жукоева и его подчиненных по подозрению в продаже водительских удостоверений. Президент подчеркнул, что продажа прав должна прекратиться, так как это приводит к высоким показателям аварийности. С самого начала он зарекомендовал себя как добросовестный сотрудник. В этой сфере был установлен порядок, и продажа водительских удостоверений стала невозможной. Я усилил контроль и поручил ему работать честно, обещая финансовую помощь из своего спонсорского фонда в размере $2000 ежемесячно. Этот фонд не является бюджетным и поддерживает около 40 руководителей с низкими зарплатами. Я оказываю материальную помощь, чтобы предотвратить коррупцию и обеспечить порядок. Среди них есть и задержанный руководитель УНА. Недавно выяснилось, что в УНА была коррупционная схема по продаже водительских удостоверений с установленной ставкой от 40 до 80 тысяч сомов. Около 90% граждан сдавали экзамены самостоятельно. Однако примерно 10% прав были куплены. Хочу подчеркнуть, что продажа даже одного водительского удостоверения недопустима. В Московском районе Чуйской области открылся завод по переработке фруктов и овощей, что станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса региона и поддержки местных фермеров. С подробностями Айкен Муратбекова. Переработка продукции сегодня активно развивается и играет ключевую роль в устойчивом будущем нашей планеты. С ростом объемов отходов и потребительского спроса компании и государства осознают важность эффективного использования ресурсов, и именно поэтому сегодня состоялся запуск завода с участием президента. Урматтуу мекендештер, биз кайра иштетүү өнөр жай тармагына абдан чоң көңүл буруп, ар тараптан колдоо алабыз. Себеби кайра иштетүү өнөр жай тармагы өлкөнүн агроөнөр жай комплексинин локомотиви. Жылдан жылга өсүү жолунда бараткан бул тармактын келечеги кең. Проект стал результатом инвестиций в размере 410 миллионов сомов и направлен на создание высококачественной переработанной продукции. Ожидается, что новый завод создаст от 70 до 200 рабочих мест, что значительно улучшит уровень занятости в регионе. Мощность переработки в сутки доходит до 500 тонн в сутки. Помимо этого мы еще занимаемся выращиванием, еще переработкой, еще и дистрибуцией, логистикой и экспортом и импортом пищевых продукций. Экспортируем продукцию в страны ЕАЭС. Помимо этого у нас очень хорошие объемы экспорта поднялись на Узбекистан и в Турции. И скоро мы будем выпускать продукцию в Китай. Производимые продукции завода выходят на экспорт в другие страны. Это не только поддерживает местное сельское хозяйство, но и способствует развитию внешнеэкономических связей и откроет новые возможности для местных фермеров и позволит укрепить экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами. Открытие перерабатывающих предприятий – это очень хорошо, потому что сельскохозяйственная продукция. Мы возьмем, например, ягоды, они будут там 3-4 дня держаться без переработки. Да? Мы возьмем фрукты, овощи, они могут там месяц может храниться, потом они начнут портиться. Соответственно, вопросы сбыта становятся все более и более актуальными. И открытие перерабатывающих предприятий с собственными брендами и выход на мировые рынки с сильными брендами позволят сделать жизнь наших фермеров лучше. Отметим, продукция завода по переработке фруктов и овощей пользуется высоким спросом на местном рынке. Благодаря современным технологиям и высокому качеству товары завода привлекают внимание как розничных продавцов, так и потребителей. Общество с ограниченной ответственностью БАИЛИМ, открывая данный завод, он открывает что? Он открывает новую дверь в Европу, во весь мир своим качеством, своей экологичностью продукции, выпускаемой и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что открытие данного завода позволит Кыргызстану и в дальнейшее открытие подобных заводов
позволит Кыргызстану выйти на мировой рынок уже с другими позициями и с другими амбициями. Следует отметить, это предприятие использует современные технологии переработки, что позволит обеспечить высокое качество продукции и минимальное воздействие на окружающую среду. Айкен Муратбекова, Жумабай Османалиев, УТРК, Чуйская область. Председатель комитета по международным делам Жорку Кенеша Улан Прима встретился с заместителем председателя Государственной Думы России Борисом Чернышовым для обсуждения приоритетных направлений кыргызско-российского сотрудничества. Основное внимание было уделено вопросам миграции, включая проблемы въезда граждан Кыргызстана в Россию и трудности с зачислением детей в образовательные учреждения Москвы. Чернышов отметил готовность России к переговорам по этим вопросам и подчеркнул важность регулярных встреч для укрепления двусторонних связей. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров 1 октября посетит Ереван с рабочим визитом. В ходе визита он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Запланированы также встречи с премьер-министрами Армении, Белоруссии, Казахстана и России. В повестке заседания совета более 20 вопросов. В торговом логистическом центре Наукат Алмасы прошел семинар в рамках проекта «Региональное экономическое развитие». Зампредседателя Кабинета министров Бакыт Турубаев подчеркнул, что торгово-логистические центры должны стать основой для объединения местных производителей. Он также призвал к реализации программы «Одно село, один продукт» для повышения специализации. Главной целью семинара было внедрение современных технологий и развитие торгово-логистических центров. Сотрудники дорожного надзора ОУБДД Чуйской области совместно с налоговой инспекцией провели рейд в Токмоге по борьбе с незаконной торговлей топливом после жалоб местных жителей. Подробности в материале нашего корреспондента. Незаконная продажа топлива не только нарушает законы, но и представляет серьезную угрозу для безопасности граждан. Такие места часто не соответствуют требованиям пожарной безопасности, что может привести к тяжелым последствиям. Мы проводим данные мероприятия для пресечения незаконной торговли топливом. Наши сотрудники выявляют нарушения, составляют протокол на основании статьи 179. Сегодня совместно с сотрудниками налоговой службы были изъяты нелегальная продукция, а также составлены протоколы владельцев точек, работающих вне правового поля. Такие мероприятия будут проводиться каждые 10 дней до конца этого года. В рамках рейда было изъято около 1 тонны несертифицированного топлива, а также составлены 10 административных протоколов. Эксперты предупреждают, что топливо, продаваемое в пластиковых бутылках и канистрах с рук, зачастую не соответствует стандартам качества. По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбека Ишатова, использование такого ГСМ может нанести серьезный вред двигателю автомобиля и существенно сократить срок его службы. По тем горюче-смазочным материалам, которые сегодня продают в неустановленных местах и вот из полиэтиленовых бутылок, пластиковых бутылок, то, конечно, там качество гарантировать уже никто не может. Тем более там само по себе, да, это легко воспламеняющие взрывоопасные вещества, горюче-смазочные материалы, они не должны так храниться, у них есть специальные требования, как они должны храниться, как они должны реализовываться. И поэтому очень большая здесь опасность для жизни и здоровья граждан получается. Да, автолюбители, которые вот такими вот горюче-смазочными материалами заправляют свои автомобили. И это должно пресекаться, потому что
для таких опасных вещей есть специальные требования, которые должны соблюдаться, чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших граждан. Такие рейды планируется проводить на регулярной основе, чтобы полностью устранить нелегальные точки продажи ГСМ и обезопасить жителей региона. Айслу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, Эсенбек Усонов, УТРК Чуй, Чуйская область. Сегодня на конференции, посвященной столетию милиции Кыргызской республики, представители ГУБДД, ВОС, госорганов и общественных организаций обсудили пути сокращения ДТП в стране. С подробностями Айсулу Мурзакова. Мероприятие собрало представителей ГУБДД, ВОС, государственных органов, образовательных учреждений и общественных организаций. Цель конференции – обсуждение актуальных проблем безопасности дорожного движения и выработка эффективных решений для снижения дорожно-транспортных происшествий в стране. Конечно, в первую очередь, это законопослушность граждан, особенно водителей и пешеходов. И не менее немаловажным фактом является деятельность самих образовательных учреждений. Вот система УНА, например. И государственные органы должны быть честными, принципиальными, искренними. Они же выдали водительское удостоверение. А вот и мы говорим, давайте будем соблюдать правила дорожного движения. Естественно, водитель, который сел за рулем, он должен знать, что любой автомобиль – это источник повышенной безопасности. Перекресток, там ребенок, там даже животные могут выскочить. Поэтому, если каждый водитель будет соблюдать правила, если каждый пешеход будет соблюдать правила, конечно, это будет обеспечена безопасность. В рамках конференции выступили эксперты, которые осветили различные аспекты безопасности дорожного движения. Дискуссии вызвали доклады о безопасности детей и пешеходов, а также подготовке кадров для ГУБДД. Участники конференции пришли к единому мнению о необходимости повышения культуры вождения и внедрения современных технологий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В данное время сталкиваемся с новыми видами механических транспортных средств, новыми видами дорожно-транспортных средств. Это средства индивидуальной мобильности, моноколеса, сегвеи, самокаты, мопеды, мотороллеры, мотоциклы. Да? И в этом направлении сейчас мы ведем научно-практическую конференцию. У нас самая главная цель какая? Снизить дорожно-транспортные происшествия, повысить культуру водителей. Совершенствовать именно законодательную базу. И, конечно, идя ногу со временем, брать опыт из других стран, как они регулируют именно дорожное движение. С начала года в стране было зарегистрировано около 4000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых более 7000 человек получили травмы, а около 400 погибли. Несмотря на некоторые снижения показателей по сравнению с прошлым годом, проблема остается крайне актуальной и требует дальнейших мер по повышению безопасности на дорогах. Айслу Мурзакова, Асылбек Курманалиев, Эсенбек Усонов, УТРК Чуй, город Бишкек. Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев встретился с представителями компании, специализирующейся на транспортных решениях для городов. Гости представили успешные проекты из России и Казахстана и начали анализ одного из перекрестков столицы. Карыбаев сообщил, что для этого перекрестка уже разработан проект развязки и предложил рассмотреть заторы в других частях города. В октябре специалисты представят свои предложения по решению транспортных проблем. Автономная некоммерческая организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов для нужд сельских школ Кыргызстана, сообщили в посольстве России. В торжественном мероприятии приняли участие зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов, министр образования и науки Дуктургуль Кендирбаева и депутат парламента Эльдар Сулайманов, а также зампред Госдумы Борис Чернышов и председатель Совета «Евразия» Алена Аршинова. Напомним, что первая партия автобусов была передана 2 сентября. На круглом столе подвели итоги проекта по борьбе с семейным насилием, где представители власти, активисты и эксперты обсудили результаты работы комитетов по повышению гендерной чувствительности и предотвращению насилия в семьях. Подробности далее.
В Кыргызстане количество случаев семейного насилия продолжает расти, и важно принимать активные меры для его предотвращения. В 2023 году зарегистрировано более 13 тысяч случаев семейного насилия, и 95% пострадавших – это женщины и девочки. В связи с этим состоялся круглый стол, посвященный результатам проекта повышения гендерной чувствительности членов комитетов по профилактике семейного насилия в Чуйской области. Всегда наше законодательство по насилию, по борьбе с насилием, по борьбе с семейным насилием, по защите прав детей, оно всегда было лучшим, показательным. Проект, реализованный с октября 2023 года по июнь 2024 года, охватил город Токмок и 3 аильных аймака – Ивановский, Байтекский и Беловодский. Одной из ключевых задач проекта стало обучение специалистов методикам коррекции поведения тех, кто совершил акты насилия. Каждый комитет должен в первую очередь информировать свое население о том, что вот есть такой комитет на территории Айлюкмыту или города, и вот такие-то активисты или такие-то лица являются членами этого комитета, и везде есть телефоны, по которым граждане могут обращаться. Ну, допустим, вот член комитета квартальная, да, очень удобно. Вот прибежала женщина, которая вот это же ночью чаще всего случается, вот она может прибежать просто как к соседке, да, там, и укрыться, получить какую-то первичную помощь получается, у квартальной, которая живет с ней рядом. Это намного эффективнее. Потом, после получения звонка, обязательно выезжает группа в составе представителя органов внутренних дел и социального работника, ну или еще кого-то из членов комитетов. И они уже обязательно первым делом отделяют насильника от жертвы. Это первый шаг. Потом оказывают помощь жертвам. Это чаще всего женщины и дети. Круглый стол собрал представителей государственных органов, активистов, членов комитетов и экспертов по гендерным вопросам. Участники обсудили результаты работы комитетов, способы повышения их эффективности, а также методы профилактики семейного насилия. Цель нашего проекта заключалась в том, чтобы повысить гендерную чувствительность членов комитетов по профилактике семейного насилия и научить их более эффективно взаимодействовать с пострадавшими. Мы стремились не только объяснить важность гендерного равенства, но и дать конкретные инструменты, которые помогут на практике выявлять и предотвращать насилие в семьях. С 2020 года в Кыргызстане действуют комитеты по профилактике семейного насилия, созданные по инициативе правительства. Эти комитеты стали важными инструментами в борьбе с насилием на местах. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. В честь 75-летия образования Китайской Народной Республики прошел Кыргызско-китайский вечер культуры с участием высокопоставленных гостей, где артисты из обеих стран представили яркие выступления. В честь 75-летия образования Китайской Народной Республики прошел Кыргызско-китайский вечер культуры. Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, подчеркнув важность культурного и дипломатического сотрудничества между двумя странами. Китай является главным стратегическим партнером Кыргызстана. Дружба глав государств открыла новую страницу отношений и способствовала укреплению наших торговых отношений. Например, по данным китайской стороны, объем товарооборота в 2003 году составил 20 миллиардов долларов, тем самым увеличивая на 32% по сравнению с 2022 годом. Посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь в своей речи отметила, что Китай и Кыргызстан – это два братских государства, строящих общее счастливое будущее. Она подчеркнула, что совместные проекты приносят огромную пользу обеим странам и заявила о намерении их расширять. Мы очень рады, что Китай и Кыргызстан – соседи, добрые соседи. Мы будем вечно жить в дружбе, в сотрудничестве. И мы очень рады, что в последние годы наши отношения, сотрудничество развивается тоже очень динамично, быстро. Мы всегда с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами. На пути китайской модернизации китайские и кыргызские народы будем шагать вместе, сплоченно, и мы осуществляем общее желание наших народов к лучшей жизни.
Не менее важные слова прозвучали от президента Общества дружбы Кыргызстан-Китай Медетбека Букуева. Он отметил особое отношение Китая к этническим кыргызам, проживающим в Кызылсу, автономной области Китая. Букуев рассказал, что китайское правительство активно поддерживает кыргызскую диаспору, создавая условия для развития их национальной культуры. Китай, сами знаете, как они развиваются, семимильными, как говорят, семимильными шагами. И здесь мы должны воспользоваться возможностями для развития нашего государства, нашими связями. Поэтому сегодня вот как раз мы недавно созданное как общественное объединение. Первое – это наша такая совместная работа, это значит проект, который в будущем будет углубляться и будет развиваться дальше. Культурная программа вечера удивила гостей разнообразием. Китайские артисты продемонстрировали мастерство традиционных боевых искусств – кунг-фу и шаолинь, а также исполнили арии из известных китайских опер. Кыргызские артисты представили народные танцы и виртуозное исполнение национальных музыкальных композиций. На мероприятии присутствовали заместитель Турака Жорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев и другие государственные и общественные деятели, что подчеркивает значимость культурной и дипломатической связи между двумя странами. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, ОТРК Чуй. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.